Привет. Ася. Я Ая. Ася. 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 Привет, я Ая. Ая. Привет. Ну потом мы будем сюда. Окей. И сегодня мой брат Така, брат Ися. Talk. Боялся. The roads don't talk. Привет. Папа, смотри, что Аня здесь. Она снимает, она тебя снимает. Ты только старайся вот эту не трогать, потому что ты можешь заляпать и будет некрасиво. Саму вот эту вот. Видишь, вот красная, она мигает, значит работает. Вот, а когда выключаешь 2 раза, там пик-пик, и все. Папа, просто Дака, папа, просто здесь стойте. Hello. Чуть не упал. Если посмотри, будет это. Всем саламчики. Сегодня понедельник, решили выходной сделать. Дети у меня сегодня ночевали. И так вот, что-то полночи не спал. Время сейчас на летнее перешло, короче, на час вперед. И режим вообще сбился. Не люблю я эти переводы часов. Вот оставили бы на летнем времени, и все время было бы на летнем. Было бы хорошо. А не вот это вот беготня. Ой, сегодня еще ночью видео смонтировал, загрузил на YouTube. И, наверное, с Нового года почти вот 2 месяца ничего не делал вообще. Вот, наконец-то с новой камерой появится стимул снимать и монтировать. Can I go on too? Can we both go on it? Дело клонится к закату. Покатаюсь на каяке, сейчас достанем.
встретим закат. Опа. Опа. Швартуем. Надо водичку взять. Так, все, у меня сабвуфер, тут колоночка, все дела. Опа. Водичку взял. Все, готово отчаливать. Опа. Вот здесь пожарная станция. Лодка у них здесь стоит. О, как классно. Ух, против течения, но ветер попутный. О, хорошо. С музычкой хорошо как. Сейчас ныряем под мой любимый мост International Speedway. Тут, когда высокая вода, здесь прям очень-очень низко. Сейчас вода, ну, где-то отлив сейчас. Классно. Вот эти вот ракушки, они очень опасные. Они очень острые. Там не то, что резиновую, пластиковую лодку, наверное, можно проколоть. Но мост вайбовый, конечно, здесь. Такой мне нравится. Мозаика мне нравится тоже на колоннах здесь. Эх, а вот я и на мель сел. Волны такие противные сейчас, потому что ветер против течения идет. И вот такие гребешки у него неприятные. До острова чуть-чуть осталось. Вот он, маленький тихий уголок в Дайтоне. Безымянный птичий остров. Островок спокойствия средь вакханалии байкерской. Хотя сейчас байкеры разъехались, тишина в Дайтоне вообще. Вообще тишина. Здесь утки гнездятся, вон. Селезень тут торчит. О, второй вылез. А что тут два селезня тусуются? Ни разу не видел, чтобы два вот зеленоглавых селезня тусовалось. Может, они геи какие-нибудь? Или братья, может. Причалить надо сейчас. Причалить, погулять. Оп-оп. Опа. Ой. Остров. Я бы жил бы на нем, честно говоря. Шалашик бы там построил.
Нормально. Ну, его, конечно, подзатапливает, наверное, во время ураганов. Вода поднимается высоко. И он, наверное, весь там подзатопленный. Честно говоря, сейчас такое состояние в жизни, что ничего не хочется говорить даже. Вот на камеру нечего рассказывать особо. Нечего рассказывать. Особенно с этой работой. Работаешь и деградируешь. Я прям чувствую, как у меня слабоумие начинается такое. Ну, серьезно, серьезно. Раньше путешествовал, я там читал книги. О, дельфинчики там. 2 дельфинчика. Путешествовал раньше, книги читал, как-то развивался. Само путешествие оно развивает. Ты общаешься с другими людьми. А вот когда вот так вот живешь, ты сам варишься сам в себе, можно сказать. Ничего нового не происходит. Я умираю в этой... Ну, я чувствую, как вот последние вот эти миграционные года, 6 лет, я потихоньку деградирую. С такими редкими проблесками путешествий я сразу начинаю немножко оживать, но все равно все как-то скатывается. Поэтому и говорить нечего, и речь какая-то прерывистая такая. Ну, не знаю, мне не нравится. Сам себе не нравлюсь я таким. Не знаю, как для вас, потому что, ну, бывает такое, ты на камеру сам себя смотришь, и ты думаешь, что ты несешь, блин, думаешь. Ну, как с диктофоном, когда свой голос не можешь слушать. У меня вот такая же какая-то тема. То ли отвык сам от себя, не знаю, потому что мало чего записываю. Ну, ладно. Островок вот оживает, сейчас зелень, март. 9 марта, зелень начинает везде появляться. Такая весна. Особенно чувствуется по моему чиху, когда начинаю чихать, не знаю от чего. Ну, аллергия, потому что у меня на что-то цветет. Начинаю чихать, вот у меня начинается чиха, значит весна приходит. Опа! Посмотрим, что там внутри. Может, яйца там отложил кто. Опа! Ну вот здесь прям место идеальное. Костер кто-то делал. Место шикарное для... Тут от солнца еще закрыто все. Да, тут шалаш классно делать. Однозначно. Как-то пожить здесь надо. Не хочется, конечно, птиц тревожить, но, собственно, что я буду делать-то? Что не буду шуметь. Вот здесь все в утиных лапках. Утиные лапки тут походили. Это самый центр Дайтоны. Вот этот остров находится прям в таком месте географически. Вот Мейн-стрит, мост. Там дальше Себриз мост. Сейчас отлив. Вот это листья, кстати, пострадали от морозов. Когда были морозы, много деревьев пострадало. Они, ну, надеюсь, не погибли. Они просто вот так вот листья. Они вообще, по-моему, вечно зеленые. Всегда. Ну вот из-за морозов они погибли. Напомню, что морозы были, по ощущениям, минус 12. То есть по официальным сводкам погоды было минус 4-5, но был очень сильный ветер. И по ощущениям как минус 12. То есть тогда я вот гулял, ходил как раз. Было очень холодно. И вот много деревьев вот так вот, листья померли. Ничего, отрастут. Ладно, поплыли назад. Опа. Поплыли против ветра сейчас, но с попутным течением. Но лучше с попутным ветром, чем с попутным течением. Все-таки я не подводная лодка. Парусность большая. Под этим мостом на закате вообще красиво. International Speedway мост.
Мозаика мне это прям нравится очень. Как будто она в Чувашии где-то на остановке. Ламантины, крабики, дельфины. Красиво. Красота. Сейчас ламантины скоро сюда приплывут. Вода теплеть начинает уже. Уже теплая вода. Уже она теплая. Офигеть, быстро она нагрелась, конечно. Буквально солнце там недельку и все. Она вообще была холодная очень. На мелководье прогревается быстро. О, прогулочный кораблик. Lady Dolphin of Dayton. Плывет. Видочек у него потрепанный, конечно, там. Танцуют, там дискотека у них. Ой, балбес. Чё, в погоню за ним? Поплыли тогда. Погоня! То есть сколько я уже говорю, вот движение — это жизнь. Вот как бы не было бы тяжело и хреново, как начинаешь двигаться, вот любую тоску и депрессию разгоняет. Ну, депрессию я не знаю, потому что депрессия — это все-таки более такое глубокое и тяжелое состояние, но любую тоску разгоняет. Если физическая активность разгоняет, значит не депрессия. Ну, разгоняет тоску, значит не депрессия. Слава богу. Вот. А тоску разгоняет. Вот. Ты как-то обо всем забываешь, сразу мозг начинает включаться, работать. Что-то вот говорить даже мне хочется на камеру. А так в обычной жизни, ну, нечего уже. Я уже все снял здесь, в Дайтоне. Уже 5, почти там 6 лет. Ну, 5 лет уже живем здесь, живу в Дайтоне. Уже все наснимал, уже неинтересно. Ничего уже снимать неинтересно мне. Сейчас еще под одним мостом проходим. Тут веслами я дно достаю. Мелководье, сейчас вода упала вообще. Рядом с фарватером здесь такая глыба ракушника. Страшно. Все, сейчас вхожу в канал уже, в марину. Уже домой. Поглядите-ка, а что это за лодочка тут знакомая стоит? Мой парусник первый. Теперь он здесь стоит. Да, интересно. Вчера я его видел очень близко к берегу, к противоположному берегу. Его, видимо, сорвало с якоря. И, по всей видимости, его специальные службы сейчас оттауили его сюда, пригнали лодку. Блин, интересно. Да. Это ж моя, блин. Ну, не моя, конечно, но все равно я ее воспринимаю как мою. Моя бывшая. Да. Ух ты, нифига у нее. Кто новый хозяин, ей, видимо, этот якорь. Вон белый якорь стоит сверху, я не знаю, видно, нет? Вон белый якорь. Поставил, чтобы наверняка. Ну, видимо, это не помогло. Или не знаю, в чем причина. Да. Да. Как бы она не затонула, самое главное. Не хочу, чтобы эта лодка на свалке потом вон там вот оказалась. Там свалка, кладбище точнее. Ну, не кладбище, там утилизируют лодки, ломают потом. Да.
Надеюсь, все нормально с ней будет. И она не окажется там. Потому что здесь вот оно, временное пристанище здесь. В прошлое тут лодка тоже стояла, она потом на свалке лежала. Видимо, невостребованная лодка. Просто во Флориде работает программа бесплатная по утилизации лодок. Ты обращаешься, они утилизируют. То есть правительство спонсирует это. И они утилизируют лодки. Вот уже тут рядами стоят все лодочки соседские. Надо будет проскочить между рядов где-нибудь. А вон, проскочу нормально. Проскочу. Проскочим. Вот тут деда лодка соседа. Велик у него стоит. Ох. Опа. Все. Пришвартовались. Зацепились, точнее. Опа. Давай. И кроссовки достать. Опа. Фух, фух. Колоночку обязательно. Опа. Опа. Ну вот и все. Такая вот прогулочка вечерняя, прекрасная. Небо какое классное. Сейчас еще помыть надо от соленой воды. И еще. Сейчас покатаюсь чуть-чуть вечерком. Теплый вечер. Кайф. Эх, без байкеров уже пусто здесь. Обычно тут вообще народу дофига. Сейчас никого нету. Грустненько даже как-то. Но зато тишина. Без байкеров вообще классно. Тихо. Все-таки буду я возвращать эту камеру, GoPro-шку Hero 4K. Выставил на Marketplace, никому она нафиг не нужна. Люди вообще не понимают, что это такое. Типа спрашивают, что это 11, 12, 13. Я им скидываю ссылку, типа, что это такое. Как бы то, что это урезанная версия GoPro-шки, по сути, последней. Вот. Но никто, вот за месяц, как она висит, никто не захотел ее покупать. Вот. Буду ее сдавать сейчас. Поеду в Walmart, ее сдам. Я почему ее взял-то вообще? Потому что она дешевая. За $150, получается, она мне вместе с таксами вышла. А цена на Амазоне ее была $200. Номинальная цена. Это очень дорого. Честно, я не понимаю смысл этой камеры за эту цену. Она... Во-первых, что мне не понравилось... Это то, что в ней нету стабилизации изначально. И эта стабилизация делается через приложение. То есть, соответственно, когда ты закидываешь, скачиваешь приложение себе на телефон, соответственно, идет обработка, параллельно идет обработка этого файла.
И тогда уже как бы он и скачивается, и делается стабилизация. Ладно, что это долго, этот процесс происходит очень долго. Этот файл перекидывается не на телефон, а в приложение отдельно. То есть в памяти телефона его еще нету, он просто в приложении где-то висит. То есть у тебя затрачивается время, чтобы это все перекачалось через Wi-Fi в телефон, в приложение на телефоне, а потом с приложения на телефон, на сам телефон. Это тоже занимает время. И я вот попытался, пару раз я и пользовался, попытался, наснимал что-то так, попытался что-то, думаю, дай-ка смонтирую, пока я ждал, пока это все перекинется с камеры на приложение с телефона, потом с приложения на телефон, это я уже ничего не хочу монтировать. Это нереально долго, это нахер это такое нужно. Можно файлы напрямую с флешки скинуть, но там не будет стабилизации. То есть это самый быстрый вариант, но нету стабилизации, как бы. Картинка дерганая получается. Вот, поэтому назначение этой камеры, честно говоря, это какая-то запасная камера для каких-то подсъемов, которую не жалко, наверное, да. Но за ту цену, за $200, сколько она стоит, это полное фуфло. То есть GoPro вообще оборзели, честно говоря. Они все какую-то подписку на приложение еще, если ты хочешь там больше функций, нужна платная подписка, что-то там $60 в год. Короче, подсаживают тебя на опять какие-то подписки. Короче, полная фигня это на самом деле. GoPro рядом с DJI даже вообще уже не стоит давно. DJI на голову выше. Даже вот держа вот этот DJI Nano, это просто небо и земля даже по тактильным ощущениям. Поэтому это без сожаления ее сдавать вообще. Потому что она нафиг не нужна. За такую цену, я говорю, это перебор. Сейчас заедем на моечку. $12 стоит моечка. $12 и... Нет, изначально $24. Но типа первый месяц стоит $12. И вот я каждый раз делаю cancel и делаю по новой. И за $12. То есть вот. Вот чувак моет здесь, все делает. Мне, правда, не нравится, то, что они моют вот это вот своими щетками, моталками. Как-то сломали мне этот брызговик для фары, потом пришлось заказывать. Но он, наверное, треснутый уже был. И это. Вот, ставим на нейтралку. И все. Ох, блин, чё я и боялся. Приплыл к противоположному берегу. Лодочка здесь моя припаркована на земле. Сейчас лодку надо здесь припарковать как-нибудь. Опа. Ох, тут скользко как. Ладно, лодку здесь. Ох, ёпрст-то. Сейчас залезем. Блин, тут опасно. Опа! Охраны же никого нету здесь. Вот лодочка моя. Вот я того и боялся, что она здесь окажется.
Лодку не уносит? Нормально. Капздец. Капздец. Ой, блин. Жалко так. Мотор-то на месте. Мотор на месте. Блин, жалко, а? Капздец. Как жалко. Блин, бимени. Ёбаный компот, а? Трындец. Как жалко. Дно обросшее. Да, ладно. Жалко очень. Здесь private property, наверное. Особо рисоваться не буду. Ой. Жалко, блин, очень. Трындец. Первая моя лодка. Вот так вот и оказалась здесь. Я так и думал, что так и будет. Прощай. Просто самое обидное это то, что вот, ну, хозяйка, которая купила у меня эту лодку, она мне писала. Изначально они покупали лодку для своего сына, чтобы он жил, но потом поняли, что она маленькая, и купили другую лодку. Я просто по фоткам у них в соцсетях видел, там моторбот купили. И это им не нужна стала. А она мне писала: тебе нужна эта лодка, типа забирай бесплатно. А я что-то мне не до этого было. Я такой думаю, нахер она мне нужна? Думаю, где я ее буду парковать? Как бы за 2 места там платить мне как бы тоже, ну, не резон. Ну, я как-то что-то вот так вот пропустил это. А потом я Кате говорю, там, ну, хозяйка лодку отдает, типа, напиши ей там или позвони, типа, узнай по счет лодки, ну, договоритесь там о цене, что-то как, там, может, бесплатно отдаст. И она что-то как-то на это забила, Катя, и типа, ну ладно, типа, и не писала. И вот потом она уже написала, буквально недавно, она, говорит, уже, вот хозяйка, говорит, уже продала ее. Я не знаю, что, как, кому продала. Видимо, тот, кто может бесплатно, может за $500 она, вот, ну, видимо, они уже готовы были бесплатно отдать, потому что за Марину-то платить надо, а им она не нужна, то есть, получается, лодка деньги сосет просто так. И, видимо, нынешний владелец не нашел места, где парковать лодку, и по утиль-программе ее сдал, короче. Потому что лодку купить не проблема, лодку можно дешево найти, купить. Проблема там, где ее парковать. Потому что везде большие очереди очень. Это мне повезло с Мариной. Вот. А так везде очереди. Меня как-то вне очереди там на запасную стоянку поставили. То есть то место, где я стою, оно как бы внештатное, ремонтное считается. Вот. Ну, мне как бы повезло. А вот другим людям, их везде отфутболивают. Тут все занято на годы вперед. А люди живут тут десятилетиями, никуда не двигаются в Маринах. Поэтому вот, видимо, предыдущий хозяин ничего лучше не нашел, как сдать ее. Вот этого я и боялся. Вот промедлили сами, конечно. Может, можно было там ее в Марине оставить, там на Катю переоформить, она бы жила бы в этой лодке с удовольствием. Потому что лодка реально хорошая, сами ведь жили в ней нормально. Ветер сильный сегодня, не как вчера. Пойду другим путем немножко. Волны прям тяжелые, сносят сильно. Хожу, гуляю, сейчас думаю о своей лодке парусной, которая на свалке.
Вспоминаю, за сколько я ее покупал. Я ее за 5600 купил. Изначально на 6500, по-моему, стояла. Но у меня тогда не было полной суммы. Я говорю, ничего, если я типа за 5600 сейчас дам, а остальное потом. Они такие, не надо больше, и этого нам хватит, короче. И я вот думаю, вот тех хозяева, которые владели этой лодкой, наверное, думали, нифига им, думают, фартануло, наверное. Пришел лопушок, не разбирающийся в лодках, и купил ее за такие деньги. Потому что сейчас я понимаю, что красная цена той лодки это 3000, не больше. Она не стоит больше. Да, в нее там много вложили, там у нее новый мотор поставили, но этот мотор, когда я его уже покупал, он перегретый был. У него забился канал, куда должна поступать вода для этого кулинга, для охлаждения. И он был уже забитый. Помните видео, когда я ее перегонял, эту лодку? Она пищала, то есть говорила уже о том, что она перегревается. Потому что тот канал там уже был забитый наполовину или... он не справлялся со своей задачей. Вот. Так что мотор уже был перегретый. По-хорошему мне надо было... изначально надо же, когда лодку покупаешь, все это проверять. А я уже поплыл, то есть от них уже отплыл, и там начался этот писк. Поэтому там цена этому мотору, ничего уже, потому что он перегретый. Ему капиталку. И много людей, которые, когда я продавал эту лодку, приходили, смотрели ее, они такие слышали стук, как работает мотор, они говорят, что-то не то с мотором. Реально, там поршень так цокал прям, прям вообще, так он не должен работать. И мне тяжело из-за этого ее было продать. Поэтому я немножко лоханулся. Мне повезло, что я за 5 смог продать. Это вообще мне фартануло, я понимаю это. И скорее всего, они ее бесплатно, наверное, кому-то отдали, может, долларов за 500, не знаю, не суть. И они не смогли трансфер сделать, потому что это самая главная проблема здесь в марине, когда ты лодку продаешь, not transferable, то есть ты не можешь сделать трансфер. Место в марине, оно записано не на лодку, а на имя человека. То есть ты не можешь его кому-то передать. Можно поговорить с ними, конечно. Наверное. Наверное, я же когда продал, мы же сделали трансфер, они только другое место им нашли. Потому что люди в марине вообще тут очередь, годами люди ждут очереди. Я еще раз повторяю. Поэтому так получилось, что лодка оказалась на свалке. Жалко, конечно. Хорошая лодка все равно. Ее там... Она удобная для жизни одному человеку. А мы там даже с Катей жили. Поэтому жить можно там.